Уважаемый Валерий Никитич, уважаемый Михаил Михайлович, уважаемые участники Всероссийской научно-практической конференции. Сегодняшнее мероприятие проводится в рамках республиканских мероприятий, посвященных 85-летию первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, столетию образования Якутской АССР и столетию создания Министерства сельского хозяйства Республики. Мы подчеркиваем об огромном вкладе Михаила Ефимовича как министра сельского хозяйства Якутии в первой половине 80-х годов, в интенсивном развитии отраслей агропромышленного комплекса в непростых природно-климатических условиях Якутии. При переходе плановой экономики на рыночную в начале 90-х годов им было принято нелегкое решение о передаче имущества совхозов, в том числе сельхозугодий, непосредственно труженикам сельского хозяйства, что позволило обеспечить самозанятость на селе. Благодаря этому не было закрыто ни одно село, где жители занимались сельским хозяйством. Также был принят комплекс мер по развитию семейной экономики на селе. Положено начало программному принципу финансирования сельского хозяйства. Согласно приоритетам, заложенным первым президентом Республики Михаилом Ефимовичем Николаевым, правительством Республики ежегодно финансируется развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности постоянной индексацией, что достигло в этом году более 15 миллиардов рублей. Но проблемные вопросы, связанные с высоким уровнем сезонности производства, труднодоступностью сельхозугодий, высокими энергозатратами в условиях крайнего севера, все равно остаются. Это приводит к низкому уровню получаемых доходов, низкой заработной плате работников и оттоку кадров. Ситуация усугубляется из-за требований законодательства о закупках, что не позволяет заказчикам гарантированно закупать более дорогую местную сельхозпродукцию. И вместе с тем новые экономические условия влекут к глобальному росту цен на продовольствие, что применительно к Якутии означает возможность нарастить внутреннее сельхозпроизводство с учетом наличия больших площадей заброшенных сельхозугодий. На уровне России в прошлом году принята новая госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Вопросы финансирования данной программы на уровне субъектов Дальневосточного федерального округа мы предлагаем рассмотреть на семинар-совещании 2 декабря текущего года. С учетом стремительных изменений условий развития агропромышленного комплекса сегодня предлагается следующая повестка. Первая часть будет проведена в виде стратегической сессии с параллельным проведением 4 круглых столов. Первый круглый стол посвящен развитию агрошкол как базы для ознакомления ребят с азами сельского хозяйства, чтобы определенная часть из них приняла решение получить сельхозспециальность. Сейчас, к сожалению, доля таких выпускников агрошкол достаточно низкая. Второй круглый стол посвящен следующему этапу – проблемам системы профессионального образования для агропромышленного и лесного комплекса Якутии. Третья тема уже непосредственно стратегии и перспективы развития агротехнологий и лесного комплекса Якутии. Мы ожидаем обсуждения предложений насчет применения таких технологий, которые позволили бы снизить себестоимость продукции в условиях Якутии. Для этого есть достаточное количество научного и образовательного потенциала, а также уже выработанных научных разработок, требующих прикладного внедрения. И четвертая тема – это непосредственное поручение Михаила Ефимовича Николаева о создании образцового хозяйства имени Семена Петровича Барашкова в селе Косяка Хангаласского улуса, что было дано по итогам проведенного в мае этого года симпозиума, посвященного 145-летию Алексея Елисеевича Кулакосова. И вторая часть, как уже было озвучено, это работа 9 секций конференции по всем актуальным темам агропромышленного комплекса и лесного комплекса.
И последний час – это пленарное заседание, где будут заслушаны итоги 4 круглых столов с принятием резолюции, а также будут награждены победители сессии. Желаю, уважаемые участники конференции, желаю всем успешной и плодотворной работы.